открылась новая гостиница «Юлбарс» на берегу реки Белой, в красивейшем месте Республики Башкортостан, в 35 километрах от легендарной Каповой пещеры. Комфортабельные номера от стандарт до люкс-класса. Проведение свадеб и банкетов до 150 человек. Подробности по телефону 8 927 926 33 33. Вы не перестаете восхищаться чудесами нашей природы, в которых оживают легенды и предания? Вы готовы посетить эти прекрасные места нашей республики самостоятельно или же все-таки с командой следопыта? Так вот, друзья, мы вам рекомендуем это делать вместе с нами. Почему? Потому что мы вам не только расскажем про эти места, но и покажем, как до них добраться безопасно для жизни. Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся около деревни под названием Максютово. Именно здесь нас должен был ждать наш друг по прошлой программе Юлбарисов Марс Хабибулович. Он же является президентом благотворительного фонда имени Кинзи Арсланова. Он же является и директором туристической фирмы «Юлбарс», и на базе которого мы с вами были в прошлой программе под названием «Башкирская деревня». Так вот, друзья, дом стоит, сугроб. Большой сугроб, а вот он идет. А я потерял, Марс. Мы же договорились, что ты сказал, у въезда в деревню, да, ты будешь здесь, а вот. Ты пропал. Привет. А я пошел на подпор. Привет. Вот, друзья, Марс, узнали его по прошлой программе? Узнали. Да, так да. Вот, друзья, мы сегодня с Марсом продолжаем туристический маршрут, который мы начали прокладывать с вами в прошлой программе. Марс Юлбарисов, председатель благотворительного фонда имени Кинзи Арсланова, директор ООО «Туристическая фирма Юлбарс». Какой туристический маршрут твоя фирма предлагает нашим телезрителям? Мы увидим знаменитую нашу пещеру Шульганташ. Угу. Следующее – это курган Бабсак-Бее. Это отдельная легенда. 11 век. Да. Кстати, я являюсь потомком человека, который захоронен там. Дальше. Гора Масим. Итак, Юмагузинское водохранилище закончилось у деревни Максютово. И мы движемся в сторону Старосубхангулова. Вперед! Вперед! Итак, друзья, мы проехали от подпора водохранилища Юмагузинского 14 километров от Максютова. И как раз вот сейчас мы находимся у входа в пещеру Шульганташ. Нас будет сопровождать сотрудник заповедника Оля Червецова. И что-то она нам еще приготовила, маленький сюрприз. Информации про пещеру Шульганташ много. Но я уже здесь, наверное, 100-й раз. Я нахожу все равно что-то новое. Каждый раз новое. Каждый раз новое нахожу. Я то же самое. Оп! Я вот сейчас тебя поймаю. Марс. Вот посмотри. Это что? Видишь? Похоже на след. След льва. Вон они, следы льва. Это того льва, который в эпосе. В эпосе Урал-Батыр. Вот эти вот следы остались. Вот видишь, ты их знал? Не знал бы. Не знал? Оля, а ты знала? По-научному это кары называют. Ну, может быть, по-научному кара. А мы-то хотим заинтересовать нашего зрителя, туриста, чтобы он здесь искал не кару, а искал следы льва этого. Пещера Шульганташ известна древнейшими в Восточной Европе наскальными рисунками, сделанными в эпоху палеолит. То есть по различным датировкам этим рисункам от 15 до 18 тысяч лет назад они были сделаны. Во как! Всего в пещере насчитывается около 200 рисунков различной сохранности. Все они сделаны красной краской, так называемая охра на основе минерала гематит, оксида железа. Сейчас зима, сейчас промерзла, здесь главная галерея, и растут ледяные сталагмиты. Ну вот, друзья, пока полюбуйтесь этими красивыми ваяниями природы, и нас потом догоните уже около зала знаков, где да? мы увидим новые находки. Пошли.
здесь вот были надписи, вот по-моему, вот в этой нише. Нету? Стерли? Это работа андорского реставратора пещер Иудаля Антона Гиаме. Это он сам все стирал? Да. Вот эту часть он стирал за неделю. За неделю стер. Здесь была граффити 1929 года, одно из первых документальных свидетельств посещения пещеры именно туристами. Граффити студентов Оренбургского педагогического техникума. То есть это написали, не ведая, что творят будущие учителя? Ну, получается, да. То есть они не то, что не ведая, что творят, просто в 20-е годы, в это время еще не было такой культуры, когда писать на стенах пещеры считалось, что это плохо. Ага. Тогда, собственно, писали все. Неделя ушла на то, чтобы вот маленький кусочек стены великой пещеры мог превратиться, вернуться в свое первозданное состояние. Да, Маш, здорово? Да. Неделя. А писали наверняка буквально за 2-3 минуты. Друзья, еще раз, о чем говорит и к чему я вас призываю? 1000-й раз уже. Давайте вместе будем хранить нашу природу. Марс, будешь сюда водить туристов? Конечно. Я думаю, что это будет здорово. Здесь проводятся археологические раскопки с 2008 года. Здесь как раз вот нашумевшая находка была сделана несколько лет назад. Это черепа девушек бронзового века. Это работа исторического факультета МГУ под руководством Владислава Житинева, археологов. Вот как, то есть исследовательская работа. Да, то есть они вот системно каждый год с 2008 года приезжают, работают. Понятно. А выше, ниже находятся трапециевидные такие, как стаканчики, знаки геометрические. Ну, здесь еще интересно, вот здесь вот камень, который вместе с частью рисунка обрушился. Обрушился, вот он. И вот был рисунок. То есть этот камень был на стене все-таки? Конечно, скорее всего, да. Так, вот же как. Вот еще Часть. Было обнаружено такое вот пятно. Вот Да, пятно очень плохой сохранности, поэтому сейчас пока сложно сказать, что это такое. Скорее всего, тоже остаток какого-то геометрического знака. То есть на момент начала работ эта стена была полностью заляпана глиной, как вот там вот внизу видим. Ту глину отмыли, и появилась такая штука. Интересно. То есть каждый раз научные работники, которые здесь работают, что-либо делают, обнаруживают все новые и новые рисунки. Да, я так правильно понимаю? Ну, и не только рисунки. Здесь довольно... Любая пещера – это не до конца открытая книга, и поэтому любые подробные исследования ее приводят к новым открытиям. Понятно. Не бывает полностью исследованных пещер. Ну, интересные работы по датировке рисунков проводит университет Инсбрука из Австрии. Эти работы основаны на методе уран-ториевой датировки, то есть по соотношению урана и тория в перекрывающих породах. Это исследования, которые дают более точный ответ, сколько рисункам лет, правильно? Ну, короче, исследование заключается в том, что находят место, где красочный слой перекрыт натеками, более молодыми. То есть мы априори знаем, что этот натек моложе, чем тот рисунок, на котором он вырос. Специальным инструментом достают микрокерн, то есть бурят это вот как раз вот пробурено, да? Да, то есть пробурено, заделано. Вот? Нет, да, вот это лучше не трогать, потому что оно... Я не трогаю, вот только вот показываю. Да. Вот он вот кругленький. Это дырочка здесь, да? Там дырочка, она проходит насквозь красочного слоя вот этого и входит в коренные известняки. То есть интересует кальцит до того, как были сделаны рисунки, на чем он сделан, и тот кальцит, который вырос уже на рисунке, который априори моложе рисунка. И устанавливают временной интервал, получают абсолютную дату, когда вырос этот кальцит, и устанавливают временной интервал, когда был сделан рисунок. Марс, мне кажется, это сравнимо с синхрофразотроном. Тебе не кажется? Друзья, в любом случае, вот я сейчас сильно прислушиваясь к словам ученого, специалиста в этой области, кое-что понял. Если вы сами приедете, Марс, я думаю, что ты привезешь наших зрителей, чтобы они узнали, как определяется дата нанесения рисунка на скале. Это потрясающе интересно, Оль, спасибо. Но мы давай не будем пока раскрывать сегодня все секреты
пещеры. Все тайны. Поедем дальше, тем более в рамках одной передачи мы все не покажем, правильно же? Друзья, вы поняли, что обязательно нужно приехать, посещая данный тур-маршрут, в Каповую пещеру. Экскурсоводы, специалисты этого заповедника вам покажут, расскажут, насколько это потрясающе интересная пещера. Поехали дальше? Поехали. Поехали. Друзья, какой же кайф! Вот так, в нашу белоснежную зиму, в прекрасном таежном районе нашем, Бурзянском, с друзьями прокатиться вместе вот так на снегоходах по снежной тайге. Нас встретили ребята на снегоходах, и мы теперь поднимаемся на легендарную гору Бурзянского района, овеянную легендами, преданиями. Называется Масим-Тау. В туристической фирме «Юлбарс» под руководством... О, осторожно! Опа! Под руководством Марса Юлбарисова. Вот он сзади там едет. Вы можете нанять снегоходы, летом квадроциклы. И вот под руководством таких опытных инструкторов тоже подняться на Масим-Таш. Масим-Таш овеян многими легендами, связанными с нашим народом, башкирским народом. Это наша республика, это наш Бурзян. Как гласит Мишка на плакате, улыбнитесь, друзья, вы в Бурзяне. Приехали, все. О, ну вот, друзья, на вершину массива. Марс провалился? Провалился. Снег где-то, наверное, ну я не знаю, под метр. Снег идет, ветер, но все равно я, например, счастлив. Гора Масим. Горный массив Южного Урала в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Находится на правобережье реки Белой, к западу от хребта Базал, в 16 километрах от Каповой пещеры на территории Башкирского государственного заповедника и заказника Алтын-Сылок. Высота 1040 метров. Длина хребта 28 километров. Ширина 3-4 километра. Посещаемо. Труднодоступно. Мы в Гадыль-Горе вот пересели на снегоходы твои. Да. Вот, 23 километра по проложенной дорожке ехали где-то часа полтора, да? Получается, часа. вот полтора. Вы можете сделать то же самое, но самый кайф-то в чем? Не в том, что мы просто ехали, а в том, что мы видели вот такую природу. Вот посмотрите, друзья, тут столько фигурок разных сделала природа. Вон сокол сидит, вот верблюжьи два горба торчат и так далее. То есть можно ехать, фантазировать в этом прекрасном лесу. Просто чудо, да? Маршрут круглогодичный открыт сегодня, 4 февраля 2016 года. Летом были, осенью были, сегодня зима. И сделали это мы, команда «Следопыта», вместе с нашим другом Марсом Юлбарисовым и его фирмой «Юлбарс». Обращайтесь к нему, всегда поможет. Снегоходы, техника, люди, и все у вас получится. Я правду говорю, Марс? Конечно. Ладно. Марс, а почему называется Масим-Тау? Масим-Тау, потому что здесь жил Масим-хан Масим-хан? в 11 веке. Прямо на горе, что ли, жил? Прямо на горе. Вот здесь вот на возвышенности есть мечеть, выложенная из камня. Из камня? Из камня. А мы сейчас его можем увидеть, нет? Ну, сейчас под снегом нет, конечно. Под снегом? Под снегом. Ага. То есть получается, что он здесь жил, ну, гарем, наверное, у него был, хан же, да? Конечно. Он делал отсюда какие-то набеги свои, Возможно. земли какие-то завоевывал, да? То есть целая жизнь здесь кипела, на вершине горы почему-то, но он жил, я не пойму почему, потому что здесь все время ветер. Почему, интересно? Или это считалось как бы священная какая-то гора? Священная гора, Или что? возможно, считалась, да. Эпосов много, версий много. Но если в них углубляться, надо очень много времени. Это одной передачи даже не хватит. Понятно. И еще, гора Масим-Тау – это самый южный тысячник всего
Урала. Посетите Масим гору, побывайте здесь, не пожалеете. А сейчас мы спускаемся вниз и пересаживаемся на машины и доезжаем до... Место захоронения Бабсак-бея. До этого места можно доехать от Гадальгареева 8 километров, от пещеры Шульганташ тоже 8 километров. Деревня называется Акбулатова, верно? И справа увидите вот мечеть и вот этот вот очень красивый курган. Что там написано, Марс? Қыпсақ қарауынан легендар башлығы Бейік Бабсак бейге рахматлы хам тұғыры нәсілінен. Предводителю племени Кипчаков Бабсак бею от благодарных и верных потомков. Здорово. В 2007 году, летом, я впервые приехал в Бурзянский район. Глава администрации мне показал место захоронения предводителя племени Кипчаков. Я увидел это место и решил для себя, надо сделать здесь благоустройство, поставить стеллу. В 2007 году сделали это ограждение кованое в городе Косли. Делали его. Косли даже? В Кослях, да. Знаменитое кослинское литье. Да. О, ага. В 2007 году. Красиво. В 2008 году, когда копали фундамент, обнаружили каменную кладку. Было принято решение вести раскопки. Где-то ширина раскопа была где-то 5 метров. И шли к центру кургана. Видим в центре кургана грабительский раскоп. Времен тогда, когда не было фонариков. Объясняю почему. Значит, видим угли, горевшие угли, сгоревшие. То есть жгли костры, костер для того, чтобы было светло, и копали. И он идет вот такой воронкой. То есть воронка, беспорядочно, грунт, глина, земля, все беспорядочно, все сложно, поэтому его называют грабительский раскоп. Да. Он дошел до нулевой отметки. Значит, ниже нулевой отметки никто никогда не опускался. Мы сделали заключение. Здесь были археологи, значит, все фотографии. Видели раскопы, которые велись в 1965 году. Нияз Абдулгатховичем Мажитовым. Мажитов, да. Они правильные раскопы, значит, правильной формы, грунт к грунту, глина к глине. На вершине кургана, на глубине 80 сантиметров, найдены кости. Крупные кости человека. Вот. Нияз Абдулхакович эти кости взял, собрал, увез в Институт антропологии в Москву, и по сей день они где-то там. Не возвращены. Не возвращены. Значит, весь народ кипчакский считал, что кости Бабсак-бея увезли, потеряли. И когда я начал здесь делать благоустройство, старики приходили и говорили, к чему это все делать, если нету костей уже. Нету. С сожалением говорили. С сожалением говорили. Почему такого великого человека должны были захоронить на вершине кургана, на глубине 80 сантиметров. Так человека хоронят ниже нулевой отметки, конечно. Потом создают курган. Так, скорее всего, и было. И это мы все это доказали. Мое предположение, что эти кости принадлежат или случайное захоронение, или, возможно, это был очень близкий человек. Это ведь 11 век. Да. 11 век. Близкий человек Бея, который принес или сам себя в жертву, или его принесли в жертву, и захоронение на вершине кургана в виде охранника. А наша цель была не докопаться до останков Бабсак-бея, а доказать то, что ниже нулевой отметки никто никогда не проникал в место захоронения, на месте. Прекрасно. Вот как вы все мудро поступили, а? Как мудро У меня поступили. не было цели докопаться, раскопать, такого права нет у меня. То есть все-таки Бабсак-бей здесь? Здесь. Здесь шли в XI веке бои между двумя племенами. Племя Кипчаков, которые пришли по преданию с Алтая, и племя бурзянцев, которые коренные жители этой местности. Но шли бои между ними, и предводитель племени бурзянцев Каракулумбет на этом месте убил из лука предводителя племени Кипчаков Бабсак-бея. И потом было захоронение. Ну, по эпосу
Земли, конечно, Каракулымбет сказал, я вам не дам для создания кургана. Они эту землю возили с земель со своих, с кипчакских земель, ну, мое предположение, с Старнмракова, батманами возили и создали этот курган. Старики, когда я делал раскопки, приходили, смотрели, видели, что грунт, глина, она не похожа здесь на местную глину. Да, да. Вот. И когда вели раскопки, в теле кургана находили такие предметы. Вот я вам покажу. Вот такие вот. Из жидкой глины. Почему жидкой? Когда я сломал один из предметов, внутри полые, близкие люди берут горсть земли и бросают. В те времена тоже так видно было принято, видимо, что там мелкие, это значит дети, крупные, это значит старики. И вот таких предметов очень много было в теле кургана, когда мы вели раскопки. Потрясающе. Интересно, друзья, да? Вот Марс рассказывает, а у меня мурашки бегают, между прочим, по телу. Это же история нашей Земли, да? Это же потрясающая история. Тысячелетняя давность. Тысячи лет почти уже прошло. Здесь неподалеку от кургана археологи нашли топор. Топорище. Он такой в виде топора сделанный. Это предмет, на который насаживался длинный шест. И воин на ходу, на лошади, когда скакал, он мог рубить своего противника, да, неподалеку. Датируется 10-11 век. Ну, друзья, смотрите, Марс, я предлагаю пока остановиться, потому что сейчас ты все расскажешь, и нашим телезрителям, путешественникам, туристам, которые приедут по этому маршруту, уже будет неинтересно, они все уже будут знать. Поэтому давай немножко оставим частичку истории, чтобы они сами поизучали. Что в книжках, что в архивах. И проехали все-таки по нашему двухдневному, получается, маршруту. Получается, двухдневному. Я предлагаю сейчас доехать до гостиницы, и мы покажем нашим друзьям-зрителям, в каких условиях они смогут отдохнуть после двухдневного путешествия. Поехали? Поехали. Поехали, друзья. Вот, Булат, река Белая. В зимнее время на снегоходах приходим прямо сюда. Рыбаки прямо здесь. Вон лунки. Лунки пробурены. Да, вижу, пробуренные вижу. лунки. Летнее время. Весна – это сплав. Так. Прямо отсюда. Садимся на катамараны, уходим. Рыбалка, купание. Пожалуйста. Шикарно. От гостиницы 20 метров. Друзья, 20 метров. шагов, вот она гостиница. 20 метров от берега реки. Когда-нибудь видели гостиницу? Я не видел, Марс. Пожалуйста, есть 2 люкса. Есть 6 номеров бизнес-плана. Есть полулюксы, 50 номеров. То есть общее 140 человек. Ресторан вмещает 150 человек. Одновременно? Одновременно. Кухня какая? Кухня в основном ориентируется на башкирскую кухню. Натуральная? Продукты все натуральные. Вот прям буквально из села нам все поставляют. Мясо свежее, конина, говядина, баранина. Все на столах свежее. Здесь же конференц-зал. Вот за год практически 16 мероприятий проведено республиканского масштаба. Есть 2 сауны. Финские сауны. Вмещаемость 10 человек. В каждой? В каждой. Веники. Веники какие? Веники и березовые, и дубовые, и с матрешкой, и со зверобоем. Пожалуйста. 2 бильярдные, 2 русских стола 12-футовых. Так что заняться есть чем. Есть чем и нам, туристам, и хозяину, который будет встречать нас, друзья. Путешествуйте, дорогу осилит идущий. До встречи. Открылась новая гостиница «Юлбарс» на берегу реки Белой, в красивейшем месте республики Башкортостан, в 35 километрах от легендарной Каповой пещеры. Комфортабельные номера от стандарт до люкс-класса. Проведение свадеб и банкетов до 150 человек. Подробности по телефону 8 927 926 33 33.